Министерством информатизации и связи Тувы в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана был объявлен журналистский конкурс «Герои среди нас». На участие поступило 24 работ от 17 участников. С поздравительной речью выступили министр информатизации и связи Республики Тыва Рустам Грицюк и ветеран афганской войны, почетный гость Леонид Караол. Действительно, совершенно недавно наша страна знаменательное событие праздновала 30-летие вывода советских войск из Республики Афганистан. Все мы знаем, что для нашей страны это знаковая, знаменательная дата. Это событие оставило глубокий след, поэтому это наша история, это наше настоящее, это наше будущее. Для молодых поколений, которые сегодня для молодежи, это было давно. Для героев среди нас, которые здесь находятся, это в том числе и настоящее, которое они сегодня переживают, которое они живут этим. Они свой долг перед нами выполнили сполна. Но все мы вместе должны тоже выполнить дикий долг, рассказать об этой важной странице нашей истории, нашего государства, современным и будущим поколениям. Ведь что такое Афганистан? Афганистан – это боль и слава. Афганистан – это память и история. Говорят, что история повторяется. Но все из нас, конечно, никогда не пожелают, чтобы эта история повторилась. Память будет жива до тех пор, пока вы помните, пока вы пишете про наших ребят. Я читал очень много работ, было сделано интересных таких. Победителями стали журналисты общественно-политической газеты «Тувинская правда» и «Шин» Кирилл Самохвалов и Мерген Ондар, Шаанак Буянды с ГТРК Тыва. Кроме журналистов, активное участие в конкурсе приняли и участники с районов республики. Татьяна Ковалевская работает школьным библиотекарем в городе Шаганар. Она стала победителем в номинации «Афганская война. Знать и помнить». А тема афганской войны мне очень близка. Близка, наверное, потому что у нас в Улукемском Кажуне ежегодно среди педагогов-библиотекарей проходит научно-практическая конференция «Улукемский краеведческий марафон». И я каждый год принимаю участие в нем. И не один раз я выбирала тему афганской войны. Я много перелистала книг, я работала в интернете, я много узнала нового, полезного для себя. И, наверное, близка она мне потому, что я являюсь человеком советского времени. Я хорошо помню события 70-х, 80-х годов прошлого столетия. Я очень благодарна членам комиссии за то, что прочитали мои работы, за то, что оценили и за то, что я являюсь победителем этого конкурса. А работа моя посвящена памятнику афганцам, который находится у нас в городе Шаганаре. Единогласным решением было принято определить победителя в номинации «Мое первое интервью об афганской войне». Аина Кулар – ученица 5 класса села Целинное. Под руководством своего педагога она написала о своем дяде, воине-интернационалисте Вячеславе Кулар. Он участвовал в 20 боевых операциях, 21-я оказалась для него последней. Вячеслав Кулар пал смертью храбрых, награжден посмертно. Моя работа называется «Афганская война. Судьбе моей семьи». Мой брат Кулар Слава Дарович родился 5 декабря 1994 году. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Был награжден орденом Красной Звезды. Специальный приз от Министерства информатизации и связи Тувы достался самому юному участнику конкурса, ученику 2 класса Тарахемской школы Демиру Донгаку за стихотворение «В горной стране Афганистан». Командир отважный, веселый, с победой вернулся наш дядя родной. За афганский мирный народ сражались около Тувы. Прошли немалых 30 лет, но не забудем подвиг героев наших.